Выставка позволяет зрителю оказаться в непривычном для него контексте, погрузиться в события Великой Отечественной войны. Уважаемые коллеги, мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития Республики, от имени Юрия Степановича Куприянова, от себя лично приветствовать всех, кто сегодня здесь находится на открытии. И, конечно же, мне хочется поблагодарить организаторов, тех, кто создал, вот, собственно, саму эту экспозицию. Очень важно, что наш музейный комплекс, как часть такой большой патриотической работы, которая проводится в нашей стране, тоже реализует эти экспозиции. И это уже не первый такой опыт. Мы надеемся, что экспозиция станет действительно очень интересной, востребованной для современного поколения якутян, поскольку, конечно, каждый человек, наверное, в нашей стране должен знать эти страницы истории, и без них не смог бы, наверное, ощущать себя настоящим гражданином нашей страны. Те мероприятия, посвященные Великой Победе, которые проводятся второй год, они уже проводятся с таким вот ориентиром на личное отношение к тем событиям, к тем историческим событиям, которые имели большое значение в жизни многих стран, вообще всего человечества. И вот именно через личные истории, через личные отношения можно прочувствовать всю ту боль, горечь, которую испытали наши предки. Мультимедийная выставка «Вспомним» создана силами команды Екатеринбургского исторического парка, и она, скажем так, будет организована во всех исторических парках страны. Отличительной особенностью данной выставки является то, что большинство контента показано именно с помощью проекторов. В тач-панелях представлены только аудиогиды, события, высказывания и так далее. Идет отдельно это звуковой фон с сиренами, стрельбой и так далее. То есть как бы для создания атмосферы. Контент выставки – это основа на собирательном образе персонажа, человека, судьба которого резко меняется с началом войны и в ходе нее. Также здесь есть отдельные элементы, это предметов, это телефонный аппарат, по подобию тех телефонных аппаратов, которые были. Проходя мимо, раздается звонок, и человек может его прослушать, текст сообщения, который там проходит. Выставка занимает 2 экспозиции, это около 20 залов. И она идет рассказ идет о судьбе человека, это начиная с 22 июня до Победы. Товарищ маршал, срочно приезжайте в Кремль. Выставка позволяет зрителю оказаться в непривычном для него контексте, погрузиться в события Великой Отечественной войны. Мы рассказываем истории не похожих друг на друга людей, но объединенных одним общим горем. Понять боль, силу, дух нашего народа, который одержал победу над самым страшным врагом XX века. В День памяти и скорби в историческом парке «Россия. Моя история» состоялась премьера грантового проекта президента России «Дети войны» творческой студии «Күн оғлырым». Фильм посвящен памяти всем якутянам, работавших и ковавших великую победу во время Великой Отечественной войны.
Сегодня мы в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны представляем документальный анимационный фильм «Сериолора», то есть на русском «Дети войны». Это у нас первый полнометражный анимационный фильм в Якутии. У нас были воспоминания 100 детей войны, интервью. И мы хотели как-то вот передать молодежи их историю. Потому что сейчас же история Великой Отечественной войны постепенно забывается, потому что молодежь уже как бы не знает, да, историю эту. И поэтому хотелось передать вообще то, что они пережили во время этой войны. Нарисовали рисунки под их истории, на основе их историй, и уже их анимировали. Каждая история, это получается у нас там одна история, это 5-7 рисунков, из 5-7 рисунков состоит. И вот эти вот рисунки, они нарисованы профессиональными художниками, и уже впоследствии, когда у них работа заканчивается, уже поступает в работу аниматоры, у нас команда аниматоров. И поэтому вот, наверное, в этом и уникальность есть, что у нас коллаборация получилась такая, анимация и уже художественный рисунок. Ведь если говорить о человеческих потерях якутского народа в 1941-1945 годах, в тылу погибло в 2 раза больше людей, чем на полях войны. Только в одном Татинском улусе население сократилось на 51%. Премьера первого полнометражного анимационного фильма в Якутии «Сериолора. Дети войны» основывается на воспоминаниях детей войны Татинского улуса, где они рассказывают о пережитых ими событиях в годы Великой Отечественной войны. Это проект, который получил в прошлом году грант президента Российской Федерации, и сегодня эта презентация имеет большую перспективу на успех, потому что в этом фильме показывается жизнь каждого человека в период Великой Отечественной войны, и мы знаем, что якутяне с самого начала Великой Отечественной войны принимали активное участие не только на фронтах, но и в тылу. И, конечно же, не оставались на стороне дети, которые оставались в хозяйстве, работали наравне со взрослыми, стариками, с бабушками, вносили свой вклад в дело победы. Отрадно, что рассказывают в самом фильме сами непосредственные участники этого события. Дети войны, которые пережили эту трагедию, которые вносили своим трудом большой вклад в дело победы. Я думаю, что нам нужно этот проект реализовывать во всей республике, показывать во всех населенных пунктах, потому что каждая семья найдет в этой истории свою историю. Уже открылась выставка рисунков и эскизов по мотивам фильма для свободного посещения. Открылась мультимедийная выставка Российского географического общества «Самая красивая страна». Мы открыли очень интересную, я считаю, выставку. Это финальные работы большого, можно сказать, даже огромного всероссийского международного конкурса «Самая красивая страна», который проводится Русским географическим обществом с 2015 года. В этом конкурсе участвуют тысячи фотографов со всего мира. Идея конкурса – отобразить красоту природы нашей страны. И действительно здесь есть что посмотреть. Это уникальные совершенно работы. Эти работы представляют самые разные номинации. Это и природное наследие, и животный мир, и, значит, какие-то геологические объекты. То есть эти выставки, конечно, несут очень большую информацию для посетителей. На выставке представлено 60 снимков, вышедших в финал конкурсов «Самая красивая страна» и «Самая красивая страна глазами детей» в 2020 году. Посетители были восхищены работами фотографов. Выставка получила высокую оценку для коллективного посещения. Для большей части школьников республики начинаются каникулы. И, конечно, это будут летние лагеря, это будут смены, это будут программы дополнительного образования, в которые, наверное, очень логично можно включить посещение этой выставки. И очное, да, и можно, наверное, договориться с руководством исторического парка «Россия. Моя история». Также можно сделать подключение дистанционное, если где-то ребята находятся далеко. И это, конечно, возможность для школьников, для родителей
для людей любого возраста, для педагогов дополнительного образования, для учителей все-таки увидеть прекрасные образовательные возможности, которые получены от авторов, которые сделали эти снимки в разных частях Земли. Посетители могут насладиться красотой российской природы и увидеть уникальные фотокадры. На фотографиях запечатлены захватывающие дух пейзажи, моменты из жизни коренных народов России, мир диких зверей и птиц, архитектурные памятники России. География съемок охватывает большинство регионов Российской Федерации. Многие кадры были сделаны в труднодоступных местах на заповедных территориях. Здесь у нас есть такие фотографии, от которых можно и смеяться, о которых прямо глаза вот так. И можно, конечно, вспоминать те участки, где были в свое время. Вот тот же Алтай, Краснодарский край там и так далее. Поэтому, естественно, это есть что смотреть. В целом выставка мне очень понравилась. Тут представлены очень много обширные работы, где по большей части затрагивается тема природы, и представлены очень красивые работы. Фотография, где луч солнца золотого, где темно, наверное, из-за облаков, да, и через падает солнечный луч, именно там видна степь и видны горы. Вот эта фотография мне очень понравилась. Выставка «Самая красивая страна» будет работать до конца сентября. Приходите с семьей или небольшими группами. История России и Якутии всегда доступна любому возрасту. Дорогие жители и гости города Якутска, приглашаем вас в наш исторический парк. У нас открыта новая выставка «Вспомним». Это выставка-рассказ о страшной войне от первого лица. А также работают экспозиции Рюриковичи и Романовы. Дорогие гости и жители, мы вас ждем по адресу Ксенофонта Уткина, 5, контактный номер 403 597. Приходите.